Салям, Достар, с вами снова ваша казашка, ваша Сара Бас. Знаете, у меня такая новость, точнее даже не знаю, понравится она вам или нет, как вы вообще отреагируете. Я связалась с очень известным на данный момент видеоблогером в Казахстане, он известен, это Бердангар Таниберген. И я связалась с ним по поводу сотрудничества, чтобы снимать реакции на его видео. И он дал добро, он согласился, поэтому если вам понравится вот сегодняшняя реакция, вы хотите увидеть больше, пожалуйста, напишите мне об этом в комментарии, поставьте лайк, подпишитесь на канал, это как всегда, в принципе, да. А сейчас я хочу, на самом деле, я давно искала про Экспо что-нибудь, чтобы посмотреть, что было бы интересно и мне, и вам, допустим. Я уверена, что это вы уже видели, это видео, но я не видела, поэтому я хочу именно свое мнение, свою реакцию показать вам. И поэтому я вот нашла на канале Бердангара, даже не знаю, как вам обращаться лучше, да, нашла на канале, получается, видео, как прошло открытие Экспо, в первое впечатление крупным планом. Очень интересно смотреть именно, как люди снимают, потому что, когда тебе рассказывают, это другое, а когда ты видишь своими собственными глазами, это уже больше впечатлений, как-то, проникаешься даже в это больше. Поэтому я вот хочу посмотреть, если вам понравится, то, в принципе, давайте я буду дальше продолжать снимать вот такие вот реакции. Ну что, начну смотреть, и раз, два, три, поехали. Отправка гостей осуществляется с Борис-арены на таких вот шаттл-басах. Проезд на них совершенно бесплатно, но такие здесь большие. Действительно много, видимо, ожидает большое количество приглашенных гостей. И начнем выпуск с новостью номер 1 в стране. Желаю вам всем счастья, здоровья. Это прикольно, такая-то доставка. Раскачающая. Добро пожаловать на выставку Астана Экспо 2017. Это казахский рэп, это казахский бит. Добро пожаловать на международную выставку Экспо 2017. Желаю вам отличного дня. Так классно, это то, что помогает. Здравствуйте. Кстати, спасибо за билеты. Асет Урентаевич сегодня прислал. Туда идти показывать, это классно. Ну и мы с билетом, соответственно, проходим Здравствуйте, сюда. я вас знаю. Спасибо. Добро пожаловать на Экспо. Я вас знаю. Я тоже так снимать хочу, просто я боюсь, допустим, так снимать на улице. Ну и вот мы на территории Экспо. Вон видно шар. Что-то половина шара, видимо, с каким-то светоотражающим полотном закрыто. Но это нам предстоит сегодня узнать. Всем привет. Здрасте. А что, дорогие сувениры вообще? Вот эти куклы, допустим, маскоты, сколько стоят? 4500, да? Первый раз на Экспо. 4500 тенге или это по рублям? Это казахский рэп, это казахский бит, братья. Хорошо, прикольно. Итак, друзья, привет! Сегодня 9-й день открытия Экспо. Классно Мы наушники. находимся прямо в центре всех павильонов. И сегодня, для того, чтобы вы сложили свое мнение, будем описывать все то, что окружает нас здесь, в центре выставочного центра Экспо. Ну что сказать, в целом впечатление позитивное, потому что примечательна сама архитектура этих зданий, она такая Реально очень красивая стандартная. архитектура. Потом используются качественные материалы. Вы смотрите, это брусчатка, причем она гранитная, и стилистически гранит перемежается с более темного на более светлый. Видимо, у них эти конструкции, они сделаны в виде континентов. Это, допустим, Африка. Пойдемте Ого, пройдем. это Это классно. такое, видимо, просто для создания тени. Здесь можно посидеть, отдохнуть. Технологии казахской юрты в современности. Вот Офигеть. мусорки для бумаги, для стекла или пластика, и специальная мусорка для окурков, для сигарет. Сейчас мы подходим, павильон, вот, Так видимо, все один из самых крупных цивилизованно павильонов. сделано, образованно. Павильон Да? России. О, Россия! А дальше открывается пространство, где будет выступать цирк Дю Солей. Дю Солей, даже Дю Солей приехал, это же...
просто шикарно. Это, я не знаю, все лето увидеть своими глазами, это просто вот навсегда запоминается. Казахский бит, музыка наших дней, с духом скалистых гор и бескрайных степей. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. У меня аж мурашки по коже пошли, как странно другие увидела. Чтобы ты был официально прокачан. Это казахский рэп, это казахский бит, это казахский рэп, это казахский бит, брачо. Чтобы ты был официально прокачан. Жалко, что я не могу приехать, это так клево, блин. Музыки акапелла, когда на сцене, то выкладываюсь до предела, без рамок и границ. Человек больших амбиций, я в рэпе, но не забыл Выступает, да? народных традиций. Буду звучать, пока на небе светит солнце, Офигеть. пока вращается земля, Камера и сердце мое бьется. даже военные стоят, представляете, как это все это? О, Путин! Мое имя Ербола. Это казахский бит, брачо. Делаем все от души иначе. Дядю Путина все любят. Номер один задача, чтобы ты был Так клево, на самом деле это очень клево. казахский бит. Вот сейчас мы с вами Вау. находимся прямо с центра управления лазерным шоу. Это прямо здесь, в этой палатке. И все картинки проецироваться будут вот с этих мощных лазеров, которые установлены прямо позади. Вообще, находясь здесь, рядом с этим шаром, создается впечатление, что какой-то гигантский межпланетный космический аппарат приземлился на нашу планету. И ты находишься прямо рядом с ним. Space, вселенная. Вселенная Экспо типа. Ой, салют! Ух. Ну вот, друзья, сейчас мы прямо в эпицентре фейерверков. Здесь в Это центре так Экспо. офигеть! У меня аж мурашки пошли, вы понимаете, да? Это Это же нереально красиво, ребят. О, офигеть. Это так классно. Серьезно, это очень классно. Да, строители старались, еле успели к открытию Экспо. Многие вещи мы бы сейчас не реализовали, если бы наш президент перед своей страной не ставил постоянно такие огромные глобальные задачи. У меня у самого, друзья, растет сын, и я зачастую, может быть, где-то задираю планку для него, только для того, чтобы вообще его будущее было безоблачным, чтобы он Правильно изначально делает. стремился к большему. Не надо останавливаться на достигнутом, надо реально стремиться к большему. И, в принципе, так детей воспитывать, это, хороший ход. Ну Этот вот, шар друзья, таким просто фейерверком нереальный. Астана празднует начало международной выставки чего я Экспо 2017. Я так хочу туда. Не забывайте подписываться на этот канал. Меня зовут Танир Берген. Увидимся. Честно, только в конце видео поняла, что я неправильно произносила фамилию в начале. Танир Берген. У меня реально с произношением какие-то в последнее время проблемы. И, в принципе, все мои подписчики об этом знают. То, что я иногда путаю и неправильно читаю. Танир Берген. Что хочу сказать. Клип, в смысле, само видео, вся вот это вот, получается, влог, он, в принципе, снят очень хорошо, мне понравилось. Но вот просто я не могу передать словами, насколько потрясающе все выглядит. И сама вот эта выставка, да, и салюты в конце, вот это закрытие, открытие. Как все, в принципе, сделано, шар, и вот, вся такая оболочка, на самом деле, очень красиво. Мне бы, конечно, на самом деле, очень бы хотелось бы посмотреть на... Вот там, получается, было несколько... Россия, да, Африка, там еще что-то. Охота было посмотреть, конечно, свою страну, что мы представили на выставке. Охота посмотреть было на азиатские, в принципе, страны, потому что это очень интересно.
Если вам, в принципе, тоже такое нравится, ребята, если вам нравятся такие реакции, чтобы я снимала именно на уже на влоги других людей, в принципе, присылайте, я буду только за, но мне как бы понадобится время, чтобы договориться с этими людьми, потому что, ну, я не люблю, как бы, чтобы люди потом обо мне узнавали, поэтому я сначала спрашиваю разрешение, когда это именно вот такого рода видео. Поэтому я вот списывалась, я все уточняла, можно ли нельзя. И, в принципе, мне дали добро, поэтому я сейчас снимаю. Я хочу дальше продолжить снимать, потому что видео выходит, и мне все интересно узнавать. И именно с помощью вот таких вот видео я больше узнаю Казахстан, и больше, на самом деле, хочу посетить эту страну. С каждым разом я все больше и больше влюбляюсь в эту страну, и мне прям вот охота чуть ли не переехать уже туда, потому что моя Уфа, моя Россия, как бы, ну, я понимаю, да, может быть, я патриот в какой-то степени, а может быть и нет, но в России немножко поднадоело, и уже охота реально просто выбраться куда-то, побывать, а потом приехать обратно, чтобы понять, что, типа, вот родная земля. Не навсегда, я имею в виду, а просто, чтобы попутешествовать. Но все в будущем, на самом деле, надеюсь, меня это ждет, конечно же. Если вам нравятся такие видео, нравлюсь я, нравится Танир Берген, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, буду очень рада. Сау!